ответов. Я запускаю часы. Пожалуйста. Я генеральный директор строительной компании, Ольга, директор рекламного агентства. Ольга, добрый день. Пригласил вас, чтобы решить ситуацию, наконец-то, уже с взаимозачетом, который у нас больше года длится. Но очевидно, что ваш менеджер по рекламе просто в качестве снабженца не в состоянии работать, ввиду того, что просто квалификация не соответствует. И я хотел бы другие варианты обсудить с вами, потому что вопрос небольшой, длится долго, как-то уже. Извините, пожалуйста, мне очень важна работа моих сотрудников. А в чем конкретно не устроила вас работа моего менеджера агентства? Если далеко не ходить, вот последняя наша поставка, которую забирал мой компаньон, она была подготовлена согласно нашей заявке, все по спецификации, прописаны марки электротехники, которые мы у вас заказывали. Но когда он приехал на склад, оказалось, что 30% от этой партии там была просто безмарочная продукция. Вы же знаете историю с пожаром у нас на объекте. Да, я электротехническую продукцию неизвестного производителя ставить не могу. Поэтому он, на мой взгляд, вполне обоснованно отказался от нее и взял ту часть, которая соответствовала предоставленной заявке. Иван, смотрите, очень важно сейчас от вас получить сообщение. Я, конечно же, переговорю с директором агентства, и мы решим эту ситуацию. У меня встречное к вам предложение. Я в точности так же, как и вы, заинтересованы в скорейшем погашении нашего долга. И у меня поступило предложение от моих сотрудников. Так как они параллельно своей работе занимаются предложением нашим клиентам квартир в вашем жилищном комплексе, как мы с вами договаривались ввиду нашего долгосрочного сотрудничества, у них возникла отличная идея креативной рекламы вашего жилищного комплекса нового. Я вам принесла дизайн-проект, который подготовил наш сотрудник для вас. В нем отличная концептуальная идея, и мы могли бы для вас сделать наружную рекламу, исходя из этого дизайн-проекта, и флеш-баннер в интернете, который могли бы разместить на лучших сайтах Иркутска. Смотрите, и если вы сейчас также загоритесь этой идеей, как загорелись наши сотрудники, которые внесли это предложение, то мы решим как раз нашу проблему с тем долгом, который у нас образовался. Вам придется доплатить совсем небольшие деньги, 100 тысяч наша задолженность и 20 тысяч доплаты составит. Посмотрите, насколько интересный проект. Ольга, я с удовольствием, конечно, ознакомлюсь с проектом, но я вижу, что работа большая, серьезная, и для этого понадобится время. Да, мне конечно, хочется оценить я с вами его абсолютно согласна. адекватно. Но возвращаясь к нашим с вами взаимозачетам, насколько я знаю ситуацию, тот материал, от которого мой компаньон отказался, он продан. Соответственно, ваш клиент получил за это деньги. Я думаю, будет, это просто, мне кажется, на поверхности решение лежит. Раз он продал этот товар, пусть он вам закроет ваш долг этими деньгами, поскольку сумма как раз именно та, которая необходима. А вы, соответственно, транзитом эти деньги нам отправите, и у нас весь вопрос решится. А к вашему предложению, конечно, мы его рассмотрим. У нас действительно уже есть реклама, правда, по этому жилому комплексу, но зачем отказываться от дополнительной возможности? Всегда, конечно, нужно смотреть. Рассмотреть, тем более... Молодая компания очень креативная, и наши дизайнеры, они рождают такие проекты, которые вызывают взрыв эмоций у наших граждан. Смотрите, по поводу того, что материалы были проданы, да, совершенно верно. Я как раз только что обедала с директором компании, которая продает строительные материалы, и он мне как раз рассказал о том, что эти материалы пользуются небывалым спросом, почему вам не получилось забрать оставшуюся часть. И все деньги он сейчас направляет в то, чтобы приобрести новую партию. Смотрите, если они вас настолько заинтересовали, и вы готовы закрыть наш с вами долг этими строительными материалами, он мне сказал, что партия подходит к концу недели. Я могла бы с ним договориться, чтобы вас поставили в эту поставку, чтобы вы могли забрать материалы и, соответственно, получить очень дефицитные материалы именно на этой неделе, до конца недели. Вас интересует такой вариант? Не получилось забрать. Получилось забрать несколько по иной причине, о которой я вам уже говорил. Я обещала вам разобраться с этой ситуацией. Вопрос с поставкой, я извиняюсь, что перебилась.
вопрос с поставкой мы решили, на самом деле, потому что у нас объект готовился к сдаче и ждать не было никакой возможности. Спасибо, поединок закончен. И принимать решение, если не принять решение. Вообще сложно сходить. Потому что Пожалуйста, на счет 3 проголосуйте. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. 4-5 в пользу игрока номер 2. Ивана, пожалуйста, прокомментируйте ваше решение. Я бы устроилась на работу номер 2 по исходу именно первого раунда, поскольку мне показалось, что за ту работу, которую я проделала, и за мои предложения, мне могут все-таки выставить счет в убыток, если мой результат будет все-таки как-то немного не угоден моему руководителю. Второй же раунд, на мой взгляд, был абсолютно равный, вообще очень красивый поединок. Спасибо. Я бы устроился на работу к игроку номер 1 по результату второго раунда. В первом раунде я не устроился, потому что создалось впечатление, что она хочет прийти к соглашению, но только на словах, а реально думает обратно, предъявляет требования. А игрок номер 2 в этом раунде постоянно оправдывался, как неуверенная позиция, к такому директору не пошел. Но во втором раунде игрок номер 1 полностью изменил мое мнение о ней и словами, что всегда радует за своих работников и пиарит своих работников, предложения мои представляет другим сторонам. Мне это нравится. Да, спасибо. Поединок был такой действительно впечатляющий. Но и вот во втором раунде все-таки у меня перевес произошел в сторону игрока номер 2, потому что первый игрок в первом раунде мне показался, что совершенно не слышит игрока номер 2, работает с домашними заготовками, и роль, когда дают новую водную, трудно справлялся. То есть принимал к рассмотрению, все-таки работал со своими заготовками. Мне вот как работнику было бы не совсем, наверное, комфортно, когда я пришла к руководителю, а он меня не слышал и говорил, ну, у него там есть своя заготовка, типа, не буду рассматривать предложение, или более холодно, и отбиваться. Ну, то есть я... видишь, как меняется. Через меня. И игрок номер 2 принимал к рассмотрению любые предложения. То есть он резко не отказывался, а пытался, ну, все-таки увидеть, как не допускать проблемы там в будущем, работать с ней, не по факту уже совершения проблемы, там, предотвращения. Я бы послал на приговор игрока номер 1. Значит, я считаю, что неправильно игрок номер 2 не стал отбивать эту всю цифру, которую она нагрузила, да, и 150 долг, он остался ладным. Враг, который там они уже вернули, значит, надо было сказать, ну вы вернули, вы взяли бы что-то взамен, вы не можете лично там что-то, а если через год там что-то по гарантии там сломается, опять будут заняться, ну то есть с поставщиком разумнее решать. Плюс проценты, вы как согласились на то, что на эту стройку, именно потому что это бартер, да, то есть с какой стати вы должны платить проценты, да, то есть вы вообще никак это не отбили, и это, я считаю, минус. Вот. Ну, действительно, вы как-то больше виртуальный директор, с которым нужно было, вы вместо своего менеджера стали решать этот вопрос, то есть надо было его как-то решать, а не копаться, ковыряться в прошлом, в тех сделках, в которых вы не принимали участие, а принимал участие ваш менеджер.
Ну и во втором раунде у меня сложилось впечатление, что все-таки дизайн-агентство, рекламное агентство, оно у нее, наверное, стиль такой, рассчитываться, она не хочет принципиально платить денег, и она в конец как бы имеет стиль такой измучить своего партнера, чтобы он уже согласился на какой-то там дизайн, какой-то дизайн-проект, в принципе, похоже, что это не потому, что его не для вас разрабатывали, а он кому-то там делали раньше, он не пригодился, вот сейчас вот принесли. Вот, и мне показалось, что вы уже были готовы согласиться и на это. Спасибо. Я бы отправил на переговоры игрока номер 1. По результатам второго раунда, мне показалось, игра была равная. Каждый очень хорошо играл свою роль. Очень понравилась открытая позиция директора агентства. Решающим был раунд номер 1, на мой взгляд. У игрока номер 1 я увидел четкую структуру. Все разложил по полочкам, 1, 2, 3. Были приведены цифры. Было озвучено неоднократно о том, что все документы в порядке, все это сделано правильно. В то же время игрок номер 1 очень умело загонял в рамки оправдывающегося игрока номер 2, который не мог из этих рамок выйти весь первый раунд. Поэтому игрок номер 1. Спасибо. Я отправила на переговоры игрока номер 1. Вообще эта ситуация достаточно интересная и богатая на разного рода позиционные решения, сложные для восприятия. В общем, мне показалось, что у команды решение было буквально за несколькими плюсами перевесил игрок номер 1. Мне показалось, что оба игрока были достаточно подготовлены, домашние заготовки были достаточно серьезные, но у игрока номер 1 домашние заготовки были более творческими, интересными, которые постоянно ставили в тупик игрока номер 2. Он был просто обескуражен и не мог быстро сориентироваться в ситуации. Это было слабым местом в переговорах. И игрок номер 1 и в первом раунде, и во втором раунде манипулировала и вела. То есть она все время загоняла в какую-то сложную ситуацию игрока номер 2, когда приходилось что-то быстренько понимать, и он не имел возможности даже продвинуть какие-то свои сильные аргументы. И вот это было минусом, да, с моей точки зрения, игрока номер 2. И еще один минус, что, не то чтобы даже минус, а недочет, когда в начале второго раунда игрок номер 2 сказал, что я, оказывается, перевел ситуацию менеджера, и игрок номер 1 очень быстренько этим воспользовался. И опять-таки очередной раз загнал в неудобное положение. Поэтому у меня был голос номер 1. Он более контролировал ситуацию. Я бы доверил свою собственность игроку номер 2. При прочей равной игре, с точки зрения собственника, у меня вот в первом игроке, в первом раунде мне понравился момент, когда игрок сбрасывает доверенность, по которой компаньон получает материалы. Игрок номер 1 это отбрасывает, делает, и то ли доверенности не было, или какая-то ошибка произошла, но вроде как это не имеет значения ни для кого, для игрока номер 1. Для меня, как для собственника, это возникает вопрос, то есть либо человек раздавать доверенность на получение собственности, это каким-то образом будут обманутые партнеры. А во втором раунде, при прочей равной игре, там мне не очень понравилась попытка манипуляции, что вы так счастливы, что вы берете эти материалы, давайте я вам еще этих материалов дам. Не было счастлив. Поэтому для меня, как для собственника, честность она очень важна. Спасибо. Я доверяю собственности игроку номер 2. Не доверила бы игроку номер 1 по одной причине. Мне показалось, что очень заученная заготовка. Если поместить человека в какую-то нестандартную ситуацию, то он либо растеряется, и неизвестно, куда он может привести мою компанию. Я бы доверил свою собственность игроку номер 2. Наверное, прежде всего в силу его определенного здорового консерватизма, находясь порой действительно загнанным такой немножко в углу, игрок номер 1 достаточно жестко прессинговал, загоняя человека в неудобную ситуацию, но выходил достойно из ситуации, что для меня, как для собственника, важно, ни одной позиции все-таки не сдал.
Спасибо игрокам, спасибо судьям. Спасибо.